Я приветствую всех, кто смотрит нас. Камрате Кишиневе, 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Цуркили. Сегодня среда, 10 января, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Грузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, в стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях экс-вице-премьер Республики Молдова по реинтеграции Александр Фленкин. С ним мы поговорим о заявлении лидера режима на левом берегу Днестра Вадима Красносельского о том, что вступление Молдовы в ЕС – это реалистичный подход. И почему СБУ пригласил Виталия Игнатьева, другого представителя режима на левом берегу, в свой винницкий офис. Во второй части выпуска мы поговорим с политическим комментатором и автором проекта Non-Fiction Святченко, Иваном Святченко, о новом политическом сезоне в Республике Молдова и как молдавская оппозиция будет саботировать референдум по вопросу евроинтеграции. В третьей части выпуска мы поговорим с директором Ассоциации независимой прессы Петром Маковеем о том, как региональная общественная телерадиокомпания ГРТ стала размещать программные комплексы телеканала Илона Шора «Первый в Молдове», у которого недавно отобрали лицензию за нарушение законодательства в области телевидения и радио. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в последнее время стали звучать определенные заявления из Приднестровья, с левого берега Днестра, события в Украине, опять новости из Украины, да, связанные с левым берегом Днестра. Вот что бы это значило и как это интерпретировать, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем Александром Фленке, бывший министр реинтеграции Республики Молдова, вице-премьер по реинтеграции. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Да. Вот две новости, вернее, три новости. Первая, Игнатьева, да, у него какой-то статус, по-моему, в контактной группе, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если... И вот там де-факто министр иностранных дел, не знаю, если можно произносить это, в ПМР его, в Приднестровье его так называют, не знаю, не в ПМР, так называемый ПМР. В непризнанном ПМР, да. Вторая новость, его вызвали на допрос в Украину. Вторая новость это... Я сразу поправлю, пока что не на допрос, а пока что для того, чтобы вручить официальное извещение о том, что ему присвоен статус подозреваемого в совершении преступления. Важное уточнение. Второй момент, заявление де-факто лидера левого берега о том, что Приднестровье якобы не собирается идти в Европейский Союз вместе с Республикой Молдова, и введение пошлин для товаров, импортируемых, грубо говоря, на левый берег, проще так скажем. Что бы это могло значить? Давайте вот по порядку. Вот это вот извещение или приглашение Игнатьева, который, кстати, насколько я понимаю, является гражданином Украины. Что бы это могло значить? Как вы это интерпретируете, как вы это видите, господин Фленк? Виталий Игнатьев, кроме того, что является гражданином Украины, также является гражданином Российской Федерации. А кроме этого, по праву является и гражданином Молдовы. Правда, у меня нет данных о том, что у него на руках есть действительный молдавский паспорт. А по праву почему? Потому что он на основании чего дается право? Он соответствует критериям получения молдавского гражданства по факту того, что еще с середины 80-х постоянно проживал и проживает на территории Республики Молдова. И, соответственно, на момент 23 июня 1990 года принятия Декларации о суверенитете Республики Молдова был постоянным жителем Республики Молдова и, соответственно, по праву является гражданином Молдовы. Все люди, постоянно живущие, рожденные и постоянно живущие на территории Молдовы на тот момент, являются, а также их потомки являются гражданами Молдовы. И на этом основании Виталий Игнатьев также может претендовать на молдавский паспорт. Но в данном случае это второстепенный момент. Украина четко посылает сигнал в Тирасполь и в Кишинев, в Москву, что Виталий Игнатьев, который не представляет интересы этого региона, который не представляет интересы людей, живущих там, Виталий Игнатьев является агентом Москвы, его все начальство в Москве, и, соответственно, Киев дает понять, что с такими людьми разговаривать они не будут, но в то же время Киев дает понять, что для других граждан Украины, таких как Вадим Красносельский,
как Александр Розенберг, так называемый премьер-министр, как тот же Виктор Гушан, глава холдинга «Шериф» и, по сути, глава Приднестровья. Для таких людей, которые открыто не высказываются в поддержку Москвы и в поддержку агрессии Российской Федерации против Украины, которые очень аккуратны в своих политических заявлениях, с ними Киев не сжигает мосты и оставляет возможность для продолжения дискуссий. Ну, хорошо, вот по поводу Красносельского еще поговорим, да, который сделал вот это заявление недавно. Кстати, для меня тоже было достаточно так странно услышать, вроде весь год, все 2 года, можно сказать, да, после начала большой войны, полномасштабной агрессии, из Приднестровья такие заявления не часто были слышны или практически вообще не были слышны. Ну, хорошо, а почему именно Игнатьев, да, стал? Потому что Игнатьев является таким хардлайнером в продвижении интересов Москвы в Приднестровье? Но Виталий Игнатьев вполне очевидно является инородным телом в Приднестровской администрации. Приднестровская администрация, за исключением Виталия Игнатьева, это политическая официальная витрина компании «Шериф». И от имени, в интересах компании «Шериф» они руководят этим регионом, контактируют с Кишиневым, с Киевом и с Москвой. Виталий Игнатьев не является в этом смысле частью этой администрации. Это непосредственно ставленник Москвы. И очень часто, особенно на протяжении последних 2 лет, с начала войны в Украине, очень часто можно было видеть, как он делал заявления, противоречащие заявлениям Красносельского, в том числе и в общих встречах, сидя буквально рядом со своим формальным шефом Вадимом Красносельским. Красносельский говорит о том, что он верит в мирные помыслы президента Майи Санду и не имеет оснований подозревать Молдову в планах военной агрессии против Приднестровья. Тут же Виталий Игнатьев ему противоречит и говорит о том, что он озабочен якобы милитаризацией Молдовы. Поэтому очевидно, почему Игнатьев. Киев очень четко дал понять, почему именно он, никто другой. Хорошо, а у него такая роль постоянно противоречить Красносельскому и другим представителям администрации с левого берега, когда там они заявляют какие-то, ну, не такие враждебные, делают враждебные заявления в отношении правого берега, да, или у него какая-то другая роль? Помимо Нет, того, что его роль продвигать интересы Москвы, а интерес Москвы заключается в том, чтобы здесь ничего не решалось и конфликт не разрешался, в первую очередь, просто потому что Москва еще не знает, что делать с этим конфликтом, что делать с Молдовой. Москва сейчас занята в других регионах, в других странах, приоритеты сейчас другие. Поэтому главная задача Виталия Игнатьева, чтобы ничего не случилось и ничего здесь не решалось. Собственно, над этим он и работает, попутно и не в последнюю очередь, преследуя свои собственные карьерные интересы, выслуживаясь перед Москвой, рассчитывая, возможно, на какое-то назначение в каком-то там будущем уже в Москве. Он не связывает свое будущее с регионом, с Приднестровьем, с Молдовой в целом, в отличие от остальных представителей администрации Приднестровья. Хорошо, вот такой вопрос. Он, ну, как бы, получается, де-факто, если так можно назвать, это так называемый министр иностранных дел ПМР. Он идет по линии российского МИДа или по линии российских спецслужб, если есть такая информация? Мне кажется, мы уделяем слишком много внимания этому персонажу. Даже Украина не посчитала необходимым даже вызвать его на допрос, потому что, повторюсь, они считают, что разговаривать с ним не о чем. И, собственно, в офис СБУ в городе Винница на следующей неделе его вызвали лишь для того, чтобы дать на руки официальный документ, подтверждающий его статус подозреваемого. Но никоим образом не допрашивать его. Он говорит тут ни о чем и ни с кем. Хорошо, то есть его влияние на левом берегу не стоит переоценивать, я правильно понимаю? То есть на те решения, принимаемые там. Но, тем не менее, не стоит и недооценивать его статус и тот факт, что по сути, с осени 2015 года, особенно с начала 2016 года, когда Красносельский стал главой администрации Приднестровья, все-таки своего человека на эту должность Шериф протолкнуть не смог, несмотря на все попытки. Хорошо, а сколько таких должностей, куда Шериф не смог протолкнуть своих людей? Ну вот, собственно, список и закончился на Виталии Игнатьеве. Были, есть там еще такие интересные портфолио, как оборона,
госбезопасность, там, Министерство так называемых внутренних дел, но по этим должностям, в принципе, Тирасполь смог договориться с Москвой о назначении людей, угодных Тирасполю. В том, что касается конкретно этого ведомства, этой должности, несмотря на все попытки, Москва отстояла Виталия Игнатьева. Хорошо, а вот заявление Красносельского, как его расценивать? Это, скажем так, дать что-то Москве, чтобы Москва, которая слишком настаивает, или он действительно в это верит? Ну, Красносельскому было легко сделать это заявление, отталкиваясь от того, что ранее говорила президент Майя Санду, министр иностранных дел Нико Попеску, которые допустили возможность так называемой поэтапной интеграции Молдовы в Европейский Союз с соответствующими кавычками без Приднестровья. Тут такая удачная подача для Вадима Красносельского, что ему легко было тут подыграть и сказать: окей, идите в Европу без нас, мы и не собирались туда идти. Но понятно, что все это исключительно пропагандистская риторика. Важно тут другое. Важно, что несмотря на все, несмотря на войну в Украине, несмотря на многочисленные жалобы по отношению к Кишиневу, в том числе и на нововведения в таможенной сфере, Вадим Красносельский, который, повторюсь, представляет интересы шерифа, очень аккуратен в своих политических заявлениях и постоянно призывает, в том числе и в последних заявлениях, призывает Кишинев к диалогу и к решению всех проблем за столом переговоров. Риторика достаточно миролюбивая, она лишь подчеркивает то уязвимое положение, в котором находится Приднестровье, то, насколько уязвимым себя ощущает компания «Шериф», ее руководство, ее собственники, и они четко осознают, что да, Москва дает бесплатный газ, да, у Москвы есть некое военное присутствие в Приднестровье, но тем не менее соседи, ну, условно говоря, от которых Приднестровье зависит непосредственно, это Кишинев, это Киев, и они здесь рядом под боком, с ними необходимо считаться, с ними необходимо разговаривать, потому что мы зависим, мы, в смысле Приднестровье, зависим от Молдовы в первую очередь, от Украины во вторую очередь, буквально ежедневно, а Москва где-то там далеко. Поэтому Вадиму Красносельскому приходится лавировать. Хорошо, а почему заявление прозвучало именно сейчас? Нужно ли искать какой-то смысл в этом? Ну, смысл в том, что первая неделя года рождественская, новостей нету, соответственно, любое заявление очень хорошо и легко расходится. Тут опять же Кишинев очень удобно и удачно для Тирасполя подыграл с вступлением в силу нового таможенного кодекса и с введением импортных таможенных пошлин для экономических агентов Приднестровья, собственно, дав повод Тирасполю высказаться по всему списку, длинному списку претензий, которые там есть. И если вы смотрите, претензии, то все они сводятся к бизнесу, к деньгам, к торговле. Политических претензий и вопросов нет. Ну хорошо, а вот какова, скажем так, была цель у Кишинева, то есть необходимость введения этих пошлин? Это политическое или просто желание пополнить бюджет? Тут сложно, во-первых, первый вопрос, на который нужно найти ответ, а была ли какая-либо цель? Потому что у меня складывается четкое ощущение, что то, как это было проведено, потому что вопрос-то на самом деле не к самому факту того, что Кишинев ставит все экономические агенты в равные условия и, по сути, просто применяет закон и облагает импорт таможенным пошлинам. Тут вопросов нет, это суверенное право Кишинева, это, более того, это обязательство. Вопрос к тому, каким образом это было сделано. Так просто не делается. 3 января, в пресс-релизе таможенная служба говорит о том, что мы вам напоминаем о том, что с 1 января вам необходимо платить таможенные сборы. Это не напоминание, об этом ни разу до того не говорилось. То есть то, как это должно было быть сделано, как минимум за полгода до. Ладно, Приднестровская администрация, Красносельский, Игнатьев особенно, с ними говорить не о чем. Но у тебя есть
2000, условно говоря, экономических агентов, которые зарегистрированы в Кишиневе, которые являются юридическими лицами Республики Молдова, сдают бухгалтерскую отчетность, оформляют весь свой экспорт, импорт. Это твои экономические агенты. То есть, но с адресами на левом берегу, да? Да, не только с юридическими адресами, и по факту они работают там, Да. но они работают в легальном поле Республики Молдова. Да, с некоторыми изъятиями, понятно, контекст, нерегулированный конфликт, но это твои экономические агенты, и ты хочешь их лоялизировать еще больше, правильно? А у них еще есть люди, которые там работают. Ты вводишь для них новые правила игры. Об этом нужно предупреждать как минимум за полгода до. И эта работа, кстати, была проведена властями, была проведена таможней в отношении предприятий здесь, правобережных. Ну так есть же еще там 2000 предприятий. Ну сообщи им об этом, проведи тоже разъяснительную работу. Напиши какую-то отписку Виталию Игнатьеву, поставь перед фактом, что через полгода, с 1 января, будут новые правила. Если бы все это было сделано, то к 1 января этого года этот вопрос уже был бы исчерпан. Просто в Тирасполе бы выговорили бы все, прожаловались бы весь там июль, август, сентябрь, октябрь, просто это выдохлось бы. И в этом году у Тирасполя уже просто не было бы повода дальше жаловаться. Все, они бы уже высказали все свои претензии, все бы покивали головами и сказали, делать нечего. Ребят, закон есть закон, ваши предприятия будут работать по закону. И это упущенная возможность и подарок, просто пропагандистский подарок для Тирасполя. А по сути вопроса непосредственно, в экономическом плане серьезного воздействия там не будет. Так же, как и не будет там серьезных, если кто-то там, я не знаю, рассчитывает на доходы в бюджет, их тоже не будет. Львиная часть доходов молдавского бюджета – это НДС и акцизы, но никак не импортные пошлины. Напомню, у нас соглашение о свободной торговле с ЕС, соответственно, весь импорт с ЕС не облагается таможенными пошлинами. Также есть зона свободной торговли СНГ. Есть еще двусторонние договора о свободной торговле, с Турцией в первую очередь. То есть практически, ну, есть там изъятия там, по каждому из этих позиций, но львиная часть импорта, она не облагается импортными пошлинами. То есть там не такая уж большая плата будет. Но, кстати, а какая она будет, никто не знает. Опять же, судя по всему, если в Кишиневе и производили такие подсчеты, планировали, проводили такой анализ, им никак не поделились. Все, что у нас есть, это вымыслы, догадки и очень много неправдоподобной информации, измышлений и пропаганды из Тирасполя. Официальной позиции Кишинева нету. То, чем облагается импорт в первую очередь, это НДС 20% по большинству позиций и акцизы. Вот с чего надо было начинать, если заявленная цель, а это была заявленная цель, чтобы поставить всех экономических агентов в равные условия. Если в этом заключается задача, необходимо было начинать с акцизов и с НДС. И тогда вы все работали в равных условиях, и правобережные, и левобережные компании. Не говоря уже о том, что как раз подакцизные товары. А что такое подакцизные товары? Это сигареты, алкоголь, и это бензин и солярка. Вот с этого надо было начинать. А это же излюбленные предметы импорта контрабандистов. Поэтому получается, что для контрабандистов, собственно, ничего не поменялось. Они как не платили акцизы и НДС, так и не будут их платить и дальше. Поэтому, на мой взгляд, сам шаг как таковой, он вполне законный, но то, как это было сделано, это -1 для Кишинева и +10 для Тирасполя. Ну хорошо, а вот вы говорите, пропагандистский инструмент будет использоваться Тирасполем. Как долго он уже используется? И как долго, и способно ли это решение каким-то образом, ну скажем так, создать еще большую напряженность? Ну, по опыту предыдущих лет, а прецедентов тут было много, всякие так называемые блокады, будь то банковская, будь то экономическая, это 2-3 месяца истерики, потом потихоньку все выходит в обычное нормальное русло. Но кроме этого, кроме истерики и кроме политического шума, информационного шума, есть и проблемы более насущные, более серьезные. Уже Тирасполь не только объявил, но и оформил соответствующим образом, там, через постановление, введение ответных мер, по сути, наказания для самых уязвимых групп населения и организаций Республики Молдова. Молдавские фермеры в Дубасарском районе,
школы с преподаванием на румынском языке в Приднестровье, люди, работающие в молдавских организациях, то есть это полицейские, учителя, то есть по ним всем ударили деньгами, ударили молдавским леем, приднестровским рублем, так называемым. И тут какие будут меры поддержки населения, непонятно. Ударили каким образом, извините, если можно раскрыть скобки? Каким? Обычным и предсказуемым. В случае молдавских фермеров из Дубасарского района, который, поясню, если кто не в курсе, молдавские села расположены на Ну да, обрабатывать землю, вы это имеете в виду. Да. Вот и тоже будут облагать таможенными пошлинами, а для всех организаций, молдавских организаций, которые есть в Приднестровье, а это в первую очередь школы, но также и полиция в городе Бандера, и также для всех физических лиц, которые работают в молдавских организациях, независимо от формы собственности, будут введены молдавские, в кавычках, молдавские тарифы на коммунальные услуги. То есть это отопление, газ, электричество, вода. Ну, не секрет, что в Приднестровье эти тарифы, они чисто символические. Здесь они значительно выше. И не говоря уже о том, как это ударит по бюджету людей, работающих в тех же молдавских школах, полиции и так далее. У молдавских школ, у тех школ, которые расположены в Тирасполе. Вы имеете в виду школы в Кочерах и в Кошнице, да? В Кочерах, Я имею в виду в самую первую очередь, это школа в Тирасполе, в Бандерах и в Рыбнице. В их бюджеты не заложены платы по коммунальным услугам по молдавским тарифам. То есть уже в бюджетах этих образовательных учреждений нет денег, то, чтобы оплачивать электричество. Ну, сейчас, может быть, есть, но через пару месяцев уже не будет. Хорошо, а они ввели тарифы только... С этим надо будет что-то делать. Также нужны будут меры поддержки фермеров и так далее, и так далее, и так далее. Они ввели эти тарифы только для учреждений или для людей, которые работают в этих учреждениях? И для людей, кто работает в этих учреждениях. В их частных домовладениях, да? В их частных домовладениях? Да, что они прекрасно знают, кто где работает. Кто-то молдавский прокурор, кто молдавский полицейский, кто работает в частном предприятии в Варнице или в Новых Аненах или в Кишиневе. То есть это многие-многие тысячи людей из Бандер, из Тирасполя, из Дубасарского района, из Рыбницы. Огромное количество людей из Рыбницы работает в Резине каждый день, переезжает через Днестр. То есть это многие тысячи людей, которых затронет это решение. Понятно, что Тирасполь оказывает давление на Кишинев, понятно, что Тирасполь хочет торговаться, и Кишинев по факту и по сути сам себя загнал в такую ситуацию, когда придется либо идти на попятную, это абсолютно проигрышная позиция, либо уступать где-то еще, чтобы защитить этих людей и защитить эти предприятия и эти организации, наши школы, которые 30 лет там выживают, работают и даже растут в тех условиях постоянного давления. То есть с этим надо будет что-то делать. Какой выход есть у Кишинева в этой ситуации, с вашей точки зрения? Какой выход в Кишиневе? Во-первых, эта ситуация не должна была произойти. И нужно было все это предупредить, и это все было возможно. Но сейчас понятно, что нужно разговаривать, понятно, что где-то надо будет уступать. Понятно, что до того, как какие-то решения развязки будут найдены, они будут найдены. Тут есть предметы для разговора и для торга, от контрактов по электричеству до, опять же, там, условий для работы металлургического завода в Рыбнице и другие предприятия. То есть где-то вот здесь нужно будет делиться, уступать, идти на уступки, но до тех пор, пока эти развязки будут достигнуты, люди, организации, предприятия, которые понесут убытки, им это надо будет как-то компенсировать, поддержать их каким-то образом. Ну, в принципе, людей-то кто у нас считает, но фермеры, которые не смогут начать посевную кампанию сельхозработы в марте, а весь расчет на это, каждый раз проблемы в Дубасарском районе начинается посреди зимы или под конец зимы, перед началом весенних работ, чтобы оказать давление на Кишинев, потому что фермеры не могут работать. Ты в марте не смог неделю выйти на поля, все, у тебя год потерян, у тебя многомиллионные убытки. Ну, и компенсировать их надо будет из бюджета.
Александр, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Взаимно. Друзья, новый политический сезон, можно сказать, начался. Год начался, и политический сезон, соответственно. В этом году будет несколько важных политических событий. Это и референдум, который инициировала президент страны Майя Санду, и президентские выборы. И вот о том, с чем мы заходим в этот политический сезон и что ожидать от него, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем. У нас на связи по скайпу Иван Святченко, автор проекта Nonfiction Святченко. Иван, приветствую тебя. Рад видеть, Иван. Ну, по порядку, да. В общем, два события. Может быть, не только их затронем, да, а то, что еще будет, и вообще реакцию на них со стороны оппозиции, со стороны тех, кто предлагает. Ну, прежде всего, этот самый референдум. Как тебе инициатива? Довольно интересная инициатива. Это повышает интерес к президентским выборам и, в конце концов, может поставить точку в многочисленных спекуляциях, обсуждениях, которые ведутся годами насчет того, какой же все-таки внешний вектор выбирает Республика Молдова, избиратели Республики Молдова. Судя по социологическим опросам, все предельно понятно. Уровень поддержки ЕС в районе 60, чуть больше процентов. Возможно, фактор президентских выборов сыграет положительную роль, и о интеграции в Европейский Союз выскажется больше людей и более уверенно. Тут один самый важный, на мой взгляд, вопрос вовсе не совмещение референдума с президентскими выборами, что у некоторых наблюдателей вызывает вопросы, а какой именно вид референдума будет проводиться: консультативный, законодательный или конституционный. На мой вкус, лучше бы сделать конституционный референдум. Это более важная процедура, это более ответственная процедура, которая фиксирует изменения в Конституции, что исключает продолжение бесполезных сотрясаний воздуха по поводу интеграции в Евразиатский союз, Евразес, таможенный союз, ну и все вот это вот ересь, которую спустя 2 года после войны продолжают нести некоторые представители нашей оппозиции. Ну, вот, кстати, по поводу оппозиции. Мы увидим, как уже, в принципе, начались попытки дискредитации самой идеи референдума, и одна из линий дискредитации — это то, что якобы его совместят с президентскими выборами. Мы пока еще не знаем, были внесены соответствующие изменения в законодательство, которые позволяют провести этот референдум вместе с президентскими выборами. Решение окончательно по этому поводу еще не было принято, но тем не менее, да, вот есть попытка представить, что якобы Майя Санду на самом деле использует референдум для того, чтобы консолидировать свой электорат на президентские выборы. Это попытка дискредитировать, что это с твоей точки зрения? Да, вот это вот. Ну, зависит от игроков. Некоторые хотят дискредитировать, некоторые закопались в законах, а законы, в том числе конституционного порядка, у нас сколько экспертов, столько и мнений. Мы помним невероятные выкрутасы Конституционного суда в июне 2019 года. Там тоже сидели 5 уважаемых юристов с большим опытом работы. Один председатель, собственно, Конституционного суда был судьей Европейского суда по правам человека и обладал безупречной репутацией, но, к сожалению, спустил всю эту репутацию в унитаз. Мы помним выкрутас Александру Тенасе 2000, дай бог памяти, 2016 года, когда 6 марта у нас вдруг президентские выборы из парламента переместились в народ. Да, это было чаяние народа. 3 года мы не могли избрать президента, но очень многие юристы сомневаются, что подобный выкрутас был вообще возможен. Но поскольку Александр Тенаси юрист опытный, разумеется, аргументы у него есть, и, собственно, мы живем в той реалии, которую нам построил Тенаси. Так что тут зависит от игроков. Консолидирует ли Майя Санду свой электорат на президентских выборах? Ну, конечно, консолидирует. Задача политика — консолидировать свой электорат. Если люди, которые занимаются политикой, этого не понимают, но, может быть, не стоит им заниматься политикой. С другой стороны, Майя Санду вполне возможно посмотреть на эту ситуацию с другого боку. Майя Санду делится своим высоким рейтингом и помогает проведению референдума, что тоже вполне возможно. Это непростые политические процессы, очередной экзамен на политическую зрелость. Молдавское общество с трудом сдает эти экзамены. Посмотрим, что будет осенью.
Ну, то есть тут вопрос, на что ставят акцент, по большому счету, да? То есть как бы Конечно, конечно. Я не вижу никакой сложности в совмещении референдума и президентских выборов или парламентских выборов. Это как минимум экономия денег бюджета, как максимум это повышение явки, что тоже важно для демократической процедуры. Чем больше явка, тем более весомые результаты этих электоральных упражнений. Ну вот, да, я перебил вас или нет? Иван? Я бы читал мнение Виктора Чубану, который явно поддерживает европейский вектор. И Виктор Чубану, политический аналитик, сомневается в правильности, в законности этой процедуры. Вот буквально сегодня на Фейсбуке я это прочитал. Есть такое мнение и сторонников европейского пути, и вполне активных людей, поддерживающих и Майю Санду, и европейский вектор, и, возможно, партию ПАС. Тут нужно разбираться. Я со своей стороны не вижу проблем. Это вполне известная международная процедура. Масса стран с подобным опытом электоральных событий уже у нас имеется в наличии. Можно поизучать этот опыт. И в конце концов, ну, когда проходят местные выборы в каком-нибудь селе, и у людей 4 бюллетеня, ну как-то они же голосуют, ставят штампик, расправляются, читать умеют. Не всегда, но умеют в основном. Ну вот, 2 бюллетеня будет. Один с кандидатами в президенты, другой по референдуму. Тут еще более важный вопрос, какой вопрос будет сформулирован на референдуме. И от формулировок вопроса зависит гораздо больше для будущего нашей страны и для легитимности всей процедуры. Мы слышим некоторые попытки увязать это с тем, что, вступая в Европейский Союз, Республика Молдова теряет свой нейтралитет. Вот, допустим, это не говорится напрямую, но вот каким-то образом это увязывается, да, то есть как бы и ставится знак равно между вступлением в Европейский Союз и вступлением в НАТО, хотя в НАТО у нас не говорят. Вот с твоей точки зрения, вступление в Европейский Союз лишает Молдову ее нейтралитета? Ну, мы можем посмотреть на те 27, да, после Великобритании, 27 стран Да, 27, да. Европейского Союза. И если вы не видите суверенитет у Франции или суверенитет у Нидерландов, то, может быть, у вас со зрениями что-то не то, а может быть, с мозгами. Я не вижу никаких потерь суверенитета. Еще у нас очень любят слово «государственность», которое тоже Молдова 30 с лишним лет теряет. Угрозы государственности невероятные с разных сторон. Что такое государственность? Как ее можно потерять? Где она хранится? В каком яйце? В какой утке? В каком кролике? Я не понимаю подобных рассуждений. По-моему, это сотрясание воздуха. Суверенитет страны остается частью суверенитета. Да, необходимо будет поделиться с Брюсселем как объединяющим органом всего Европейского Союза. Но, во-первых, это дело настолько отдаленного будущего, что прям опасаться этого рано. А во-вторых, национальное законодательство действует в стране, государстве-члене ЕС. Это было, это есть, и это одно из основных правил, что все решения принимаются консенсусом. Мы видели примеры Венгрии в декабре прошлого года. Иногда лучше пить кофе. А в том, что суверенитету ничего не угрожает, по-моему, очевидно. Ну, сложно представить себе, что, ну давайте, Португалия нападет на Испанию. Или Испания завоюет Португалию. Хотя вроде бы страна, Испания побольше Португалии. Португалия весьма плодородная, выход к океану. Чё б нет, не восстановить историческую справедливость. Но это рассуждения дикие. Мы не можем представить в современном мире, в современной Европе подобные эксцессы. Чего не скажешь о постсоветском пространстве. Ну и с 24 февраля мы все видим, как могут меняться границы. Ну, кстати, да, о государственности говорят в основном политические партии и политики, которые не осудили российскую агрессию против Украины и по-прежнему считают Россию стратегическим партнером. Да. То есть, когда... Если беспокоит Гондурас, его можно почесать. Это такое рисует у вас, да? Я понимаю. Хорошо, а вот Ирина Влах сегодня заявила и предложила включить в этот же референдум вопрос о нейтралитете. Как бы, и вот опять же, да, вот попытка увязать вступление в Европейский Союз с потерей нейтралитета. Нейтралитет вообще стал такой священной коровой в Республике Молдова. Да? Что думаешь по поводу нейтралитета вообще? Должен быть у Республики Молдова нейтралитет? И как это вообще связано с процессом европейской интеграции? Я понятие нейтралитет люблю. Я такой человек дипломатичный. Мне нейтралитет не мешает. С другой стороны, мы
не можем отрицать бытие, в котором мы все существуем, что у нас на дворе 2024 год, и понятие нейтралитет растоптано Владимиром Путиным и современным руководством Российской Федерации. Украина была нейтральной, она заявляла, конечно, что она хочет в НАТО, но никакой НАТО не собиралась принимать Украину, и это тоже процесс был на десятилетия, совершенно не повод для того, чтобы начинать войну. Чем Молдова отличается от Украины в этом плане, не особо понятно. Другое дело, что поддержка НАТО, вступление в НАТО в нашей стране медленно ползет вверх, но очень медленно. И большинство населения не поддерживает вступление в НАТО. Это нужно признать, это очевидный факт. Более того, никто Молдову в НАТО не приглашает. Это тоже чрезвычайно сложный процесс. Для того, чтобы вступить в НАТО, необходимо соответствовать огромному количеству критериев, представить какой-то интерес в военном отношении. Ну а как молдавская армия, насколько такая серьезная, мощная сила, мы знаем, необходимо вкладывать в армию и в оборону миллиарды, и это тоже процесс на десятилетия. И самое главное, я был, больше, чем в половине стран НАТО, я нигде не увидел людоедов. Ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, ни в Румынии, ни в Италии, ни в Испании, Португалии, Нидерландах и так далее, и так далее. Люди живут, есть НАТО, оборонный союз. Чтоб на кого-то НАТО нападал, я не припомню. Чтоб НАТО начинал войну в Европе, тоже не припомню. Вспоминают любители русского мира бомбежки Югославии 1999 года. Во-первых, я сомневаюсь, что настолько их сегодня, в 2024 году, волнуют бомбежки в Югославии, которые случились четверть века тому назад. А второе, с помощью этих не самых точных бомбежек за 2-3 месяца был остановлен геноцид. Реальный геноцид с вырезанием десятков тысяч людей в центре Европы, который происходил. Так что, коалиционная тогда натовская армия проводила бомбежки Югославии, война закончилась. И абсолютно все страны бывшей Югославии, включая Сербию, все хотят в Евросоюз. Неудивительно ли это? И Сербия, и тоже Косово, да, которое отделилось. Сербия и с Косово чуть сложнее, а Сербия хочет в Евросоюз. Да. Программа у них, они, по-моему, тоже кандидаты уже, как и мы. А может, нет, не рискнули утверждать точно, не очень помню. Но то, что у них есть программа евроинтеграции, это очевидно. Все страны Югославии, бывшей Югославии, хотят в ЕС. Ну хорошо, наверное, что там ЕС хорошо делают? Ну да. Хорошо, а вот этот референдум, он что дает? Да? То есть, во-первых, перед тем, когда уже будет на последняя 100-метровка перед вступлением в Европейский Союз, все равно, наверное, нужно будет проводить этот референдум. Да? Второе... Процедурный вопрос, который ЕС определяет уже на последней финальной стадии. Да, но вот сейчас этот референдум или ответ на этот референдум, что дает? И что это, чем это отличается от, скажем так, данных социологических опросов в данном случае? Данные социологических опросов зависят от компании, которые их проводят. У нас есть как минимум 2 компании, данным которых я могу доверять, как журналист, как опытный эксперт. Я могу читать эти опросы, они проводятся репрезентативно, и я доверяю репутации социологов. Есть 3 другие компании, которые продают налево-направо свои таланты и иногда рисуют, просто совсем из головы, данные, где политик Ион Кику популярнее политика Майи Санду. Есть такие, да. Я, конечно, отношусь к бывшему премьеру, но за нафталин не могут голосовать избиратели Молдовы. И рейтингу Иона Кику при даже каких-то там итогах местных выборов, его партия там заняла какое-то количество мест в местных советах, политики Ион Кику не существует. Дай бог ему здоровья и долгих лет и успешной политической карьеры. Согласен, да. Невозможно сравнивать политика Иона Кику с любыми социологическими опросами, с рейтингом и популярностью президента. Вот. Социологические опросы невозможно репрезентировать в закон. Для настоящего социологического опроса и нужен референдум. Референдум – это, по сути, большой официальный социологический опрос, где участвуют огромное количество избирателей, а с учетом того, что самые популярные выборы у нас президентские, мы же не выбираем себе просто так главу государства с очень ограниченными полномочиями. Это лидер страны. Это такая любовь молдавских избирателей к представлению главы государства как некого царя. Поскольку мы демократы, да, и хотим в Европу, лидер страны – это не просто личность, не просто человек с небольшим набором полномочий.
Такой огромный социологический опрос покажет, я очень надеюсь, что молдавские граждане включат мозг. У многих он уже давно включился. Те люди, по крайней мере, которые побывали за границей, увидели, что жизнь там не сахар и не рай, но гораздо лучше, чем в Молдове, гораздо более цивилизованная. При всех нюансах, пластмассовых помидорах, слишком ровных огурцах, есть много идиотизма и в Брюсселе. Далеко не обязательно перенимать весь идиотизм из Брюсселя. Но то, что Брюссель – это цивилизация, это стратегическое развитие страны, это мир, это, по-моему, для меня очевидно. Надеюсь, что для большинства избирателей тоже. И еще есть одно сомнение у части электората, что Молдова будет вынуждена платить деньги в общую казну европейскую. Да, будет вынуждена платить определенные деньги в общую европейскую казну. Но если мы посмотрим, например, Румынии, то трансферты из Брюсселя, ну, примерно в 10 раз превышают вклад Румынии. Что позволяет Румынии развиваться. И если в начале 90-х Молдова по уровню развития сильно опережала Румынию, то сегодня сравнивать наши страны, ну, немножко странно. Достаточно пересечь границу на пруту, и посмотреть, как живут румыны. При На всех, реке Прут. Проще. да, при всех сложностях стран Восточной Европы, это развитая демократия, до которой Молдове еще расти и расти. Хорошо, а вот как думаешь, российская пропаганда и Россия, Кремль, будут саботировать этот референдум? Если да, то как? Стандартные варианты. Явно Кремль, если переживет президентские выборы, будем надеяться, что переживет, революция вряд ли случится в обозримом будущем в России, передохнет Кремль, и поскольку дело будет осенью у нас, каким-то краем глаза, краем $1 000 000 очередного, вливаемого через Шора там, или других участников левого, условно левого, прокремлевского, будем так говорить, сектора наших молдавских политиков, явно этот фактор будет играть свою роль. Единственная моя надежда в этом плане, что все же Россия будет больше отвлекаться на американские выборы. Ставки в Вашингтоне несравненно более велики, нежели наши молдавские упражнения в демократию. Да, но демократия или упражнение в демократию и Молдова для России не перестает быть важной, несмотря на то, что мы небольшая страна, и по населению, и по территории все равно как бы от своего влияния здесь они отказываться не хотят. И саботировать результат этого референдума, подрывать доверие к этим результатам они все равно попытаются. Или ты не думаешь? Нет, они попытаться-то, безусловно, попытаются, просто как это можно сделать технологически? Может заставить подкупить избирателей и голосовать против вступления в ЕС. Окей, сколько ты подкупишь избирателей? На все проплаченные митинги партии на 3 буквы приходят, 2-3 тысячи человек. Все население Аргеева – это, по-моему, 30 тысяч человек. Да. В Грузии за вашу прекрасную мадам Башкан проголосовало 27 тысяч человек. Да. Это сравнимо с общим уровнем явки, который обычно превышает более 1 миллиона избирателей. И я надеюсь, что солидная часть, большая половина избирателей проголосуют за вступление в ЕС как нормальный, естественно, путь развития страны, как путь во имя детей и внуков. Потому что если бабушки и дедушки страдают по Советскому Союзу, это все прекрасно, можно их пожалеть, посочувствовать, помогать деньгами. Дети должны своим родителям пожилым. Но если пожилые бабушки и дедушки отбирают будущее у своих детей и у своих внуков, то, может быть, бабушкам и дедушкам нужно более тщательно объяснять, что не надо воровать мое будущее и будущее наших детей. Это, кстати, очень важное замечание. Даже за 400 леев. Да, а вот выборы президентские. Очень, как бы у нас осталось буквально 2 минутки. Вопрос, они будут конкурентами с твоей точки зрения? Конечно, почему нет? Да, на правом фланге, в центре стоит фигура президента. Пока что, на мой взгляд, с недосягаемым рейтингом. В первую очередь по поводу ее достигнутых результатов. Там говорили, почему Майя Санду не расчистила дороги от снега. Это для определенной части электората подобные аргументы работают. Люди соображающие видят результаты, достигнутые за 3 года в условиях перманентных кризисов, от пандемии до газовых и прочих всех вариантов, с проплаченными выборами, проплаченными избирателями. Вызовов много, худо-бедно правительство работает, а президент
завоевала невероятный для Республики Молдова авторитет на международной арене. Она встречается с президентом США, с премьер-министром Великобритании, с президентом Франции, премьером Германии. То есть голос Молдовы вполне себе отчетливо звучит на всем земном шаре, ну, по крайней мере, в цивилизованной его части. Я думаю, что правые кандидаты, безусловно, попытаются как-то, возможно, объединить усилия и выдумать конкурента Моисанду. Но, на мой взгляд, я не вижу таких фигур. А что касается левого спектра, то там разброд и шатания. Каждый мелкий местный политический деятель мнит себя царем. Видимо, заказывает социологические опросы, и социологи продажные рисуют невероятные рейтинги. Ну, возможно, кого-то это убедит. Там про Игоря Дадона говорили, что он может стать кандидатом. На мой взгляд, это смешно и, по меньшей мере, глупо. Ну да, пусть упражняются. Ну, в этом плане ситуация, она кардинально поменялась, да? То есть она стала зеркальной по сравнению, чем это было, допустим, еще 8 лет назад, когда на правом фланге был разброд и шатание, на левом фланге было более-менее все устаканено. Сейчас практически все наоборот. Время очень сильно ускорилось, и обучение демократии, на мой взгляд, сильно помогает война, которая идет на границах Республики Молдова. У людей гораздо меньше иллюзий стало, потому что они порой слышат звуки бомб, ну а в новостях видят это каждый день. Так что в том, что касается нейтралитета и НАТО, в том числе фантазии, которые кто-то, возможно, мог питать несколько лет тому назад по поводу левых наших политиков, по поводу дружбы со всеми странами, житье в мире, согласие и торговля яблоками. Все это несколько отступает на второй план, когда мы видим открыто высказываемые планы Кремля по поводу Республики Молдова, по поводу Приднестровья, по поводу нашей европейской интеграции. Ну, если вы хотите жить как в России, возможно, стоит переехать туда. Зачем сюда приводить Россию, я не понимаю. Иван, благодарю за то, что нашел время прийти и прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть еще. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Грузии. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю обсудить поведение общественного телерадиовещателя, регионального общественного телерадиовещателя, который стал у себя размещать контент, производимый каналами, в данном случае одним каналом, который лишили лицензии решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. Вообще, насколько это нормальная ситуация, чтобы общественный телерадиовещатель размещал контент, производимый, ну, грубо говоря, инструментом российской и широкой пропаганды. Об этом я предлагаю поговорить с нашим очередным гостем сегодня, Петру Маковей, директор Ассоциации независимой прессы Молдовы. Господин Маковей, приветствую вас. Здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо, что нашли время прийти и прокомментировать ситуацию. И, кстати, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с назначением в совет по этого центра при президенте, да, по координации коммуникации. Объясните, пожалуйста, в чем, давайте с этого начнем, да? В чем суть этого центра? Это Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией. Должность, которую я назначил вместе с моим коллегом Валерием Пашой от гражданского общества, подчеркну, это неоплачиваемые должности. Это для того, чтобы развенчать фейки, которые были распространены и Игорем Дадоном, и другими представителями разных политических формирований относительно того, что мы будем как бы на публичные бюджетные деньги там что-то там творить, что им кажется неправильным. Это все на волонтерской основе. Мы посчитали, что наша организация, которая проводит уже 6-й год кампанию против фейковой информации Stop False, должна там быть для того, чтобы помочь в создании центра, который будет координировать стратегическую коммуникацию. Это не будет никакой центр цензуры, никакое Министерство правды, как некоторые до сих пор пытаются разного рода пугалки, страшилки распространять. Это будет центр, который будет помогать нашему государству, нашим публичным институциям правильно реагировать и даже противодействовать и предугадывать какие-то кампании по дезинформации
в условиях войны России против Украины, в условиях этого геополитического противостояния на европейском континенте и во всем мире, очень важно, чтобы государства имели такие рычаги. Так что я надеюсь быть полезным в этой должности. И объясню еще раз, это ни в коем случае не будет механизмом, посредством которого государство будет принимать какие-то меры против неугодных или нелояльных партий власти каких-то СМИ. Если такого рода мероприятия и решения хотя бы будут дискутироваться в рамках этого центра, я, конечно же, подам в отставку, потому что в моем понимании это центр, который должен, напротив, помогать тому, чтобы информация была правдивой, обоснованной и фактологической, а не быть каким-то инструментом, неважно в каких именно руках. Хорошо, вот если конкретные примеры, если вы могли привести, чем будет заниматься этот центр, да, по координации, стратегической координации и стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией. Борьбы с дезинформацией будет определяться, как государство должно реагировать на фейковые нарративы, да, то есть как бы нарративы, связанные с дезинформацией, или как? Что это будет? Этот центр будет принимать решения в какой области? Или вообще, если он будет принимать какие-то решения, и какие юридические последствия будут иметь эти решения? Это еще будет обсуждаться, потому что как таковой центр еще не начал действовать. Скорее всего, в январе, в течение этого месяца, будут объявлены публичные конкурсы для занятия должностей в этом центре. Пока еще нету никого, кроме директора этого центра, госпожа Ревенко, которая была министром внутренних дел Молдовы одно время. Соответственно, решения будут приниматься уже, когда этот центр начнет свою работу, действовать по-настоящему, то есть на полную силу. В моем понимании, центр должен заниматься тем, что помогать публичным государственным институциям в том, чтобы они эффективно развенчивали пропагандистские нарративы. К примеру, дезинформация относительно энергетического комплекса, дезинформации о нейтралитете Республики Молдова или другого такого рода информации, которая в публичном пространстве, которая распространяется очень много, и, к сожалению, наши публичные институции не всегда умеют реагировать на такого рода фейки. Это будет однозначно своего рода попытка и даже координация действий по эффективному информированию. В том числе это будут мероприятия, которые помогут своего рода профилактику проводить, чтобы, если мы понимаем, что будет принято какое-то решение, я не знаю, властями, и это решение будет использовано некоторыми силами для того, чтобы распространять дезинформацию, власти должны быть к этому готовы. Публичные институции должны знать и информировать, делать кампании по информированию, чтобы люди понимали, почему было принято какое-то решение, какие могут быть последствия этого решения, и какие могут быть, что мы от этого можем выиграть в средней или долгосрочной перспективе. Вся проблема, большинство проблем в нашем обществе складывается потому, что есть недостаточно информации относительно происходящих событий, поэтому этот центр должен координировать то, как государство должно реагировать, и более того, как государство должно предвосхищать какие-то дезинформационные нарративы в обществе. Ну хорошо, вы же не будете писать пресс-релизы для министерств, когда они принимают решения? Нет. Этот центр не будет иметь, это не будет общий какой-то коммуникационный центр всех министерств, далеко не так. Напротив, этот центр, в моем понимании, должен помочь коммуникаторам, которые сейчас есть во всех публичных институциях, чтобы они делали свою работу более эффективно и отвечали и журналистам в том числе на вопросы, и
имели какие-то стратегии по информированию в кризисных ситуациях. У нас были кризисы, не только пандемический кризис, но и энергетический, в энергетическом секторе. И не всегда наши министерства и ведомства могли реагировать на эти вызовы. Центр будет в этом помогать. Это мое понимание, мое видение, но, повторюсь, я только один из 11. Всего этот борд, совет этого центра будет иметь 11 членов, из них 2 представителя гражданского общества. Мы, конечно же, будем иметь право голоса, но решение будет принимать директор и заместитель директора. Мы будем следить за тем, чтобы эти решения были направлены на служение публичному интересу. Ну хорошо, даю конкретный пример. Сейчас мы перейдем к ГРТ, да. Сейчас мы видим вот этот референдум о европейской интеграции объявлен. Мы видим, что есть попытка каким-то образом увязать это, или вообще в целом процесс европейской интеграции, увязать с потерей независимости, суверенитета и каким-то образом с нейтральным статусом Республики Молдова. Вот для таких вот нарративов будет давать ответ Центр? В моем понимании, да, для такого рода нарративов должны быть какие-то национальные кампании, которые были бы хорошо продуманы и которые объясняли бы на популярном, доступном языке гражданам Республики Молдова разных национальностей, разных политических взглядов и разных социальных слоев, для чего нужна Молдове евроинтеграция, какие, опять же, повторюсь, какие могут быть в долгосрочной перспективе, что Молдова выиграет от процесса евроинтеграции, почему это никоим образом не связано со вступлением якобы Молдовы в НАТО. Это 2 разные категории, будем так говорить, но, к сожалению, те, которые пытаются нами манипулировать, почему-то это связывают для того, чтобы вывести как бы какой-то дать негативный оттенок всему этому. Именно с моей точки зрения этот центр должен помочь. Именно это и есть стратегическая коммуникация, то есть коммуникация, которая направлена на стратегическое, имеет какую-то стратегическую важность и направлена не обязательно на сегодняшний день. Потому что ежедневное развенчивание фейков, это делают и хорошо настроенные журналисты, и компания StopFalse, и вы это делаете в Nokta, и другие медиаорганизации. Но для того, чтобы гарантировать, что в какой-то средней и долгой перспективе наша страна, жители нашей страны не будут жертвами манипуляций или уменьшить импакт, то есть уменьшить влияние дезинформационных нарративов на наше общество. Хорошо, а как вы думаете, сейчас Россия каким-то... Россия, оттуда исходят основные дезинформационные нарративы. То есть как бы противники европейской интеграции здесь, в Республике Молдова, и за ее пределами. Именно европейская интеграция Республики Молдова. В этом году в контексте того, что вот президент объявила или предложила провести референдум, как вы думаете, будет идея или попытка дискредитировать сам референдум или попытка дискредитировать саму идею европейской интеграции? Как вы это видите? Будут попытки и дискредитировать сам референдум, и это уже происходит. И бывшая Башкан Гагаузия в том числе пытается все это, даже сегодня или вчера, когда была пресс-конференция, она пыталась каким-то образом и статус нейтралитета туда ввести. Они искусственно пытаются навязать людям идею о том, что Евросоюз это какая-то военная организация, и если мы вступим в Евросоюз, то это означает чуть ли не вступление в НАТО. Это, конечно же, фейковый нарратив, это попытка манипулирования общественным мнением. Именно для того, чтобы уменьшить влияние такого рода нарративов, я думаю, что государство обязано делать какие-то кампании по информированию. Что касается российских пропагандистских инструментов, которые будут использованы и сейчас используются, конечно же, идея о созыве референдума немножко усложнила задачу пропагандистам и их рупорам тут в Молдове, но я уверен, что они только нарастят свои обороты с тем, чтобы попытаться, насколько можно, дискредитировать и нынешнего президента, конечно же, это постоянный процесс с момента ее избрания, но и саму идею евроинтеграции, которую гораздо сложнее
дискредитировать, но однозначно они будут педалировать, будем так говорить, или настаивать на каких-то старых нарративах, как то ЛГБТ-пропаганда или другие такие старые песни о главном в кавычки, да, которые использовались и раньше, но, скорее всего, в течение этого года мы будем с вами свидетелями того, что эти нарративы будут обрастать новыми какими-то псевдоаргументами, псевдодоказательствами для того, чтобы попытаться и уменьшить количество людей, которые проголосуют «за» на референдуме, и, соответственно, уменьшить количество людей, которые поддержат Майю Санду на президентских выборах. Окей, возвращаясь теперь уже переходя к тому, что мы наблюдаем на ГРТ. Ну, наверняка вы успели проверить, посмотреть в социальных сетях, в интернете. Мы обратили внимание на то, что на ГРТ появляются те передачи, которые раньше транслировал Примул, производил Примул, теперь появляются на ГРТ. И в интернете появляются, допустим, та же передача с Бельченковой, да, та же передача с Виарелом Корнелом Чуря, да, на Примул. Они теперь появляются под плашкой ГРТ. И на ГРТ появляются новости на румынском языке, которые производил Примул. А Примул, напомним, канал, у которого приостановили лицензии решением КЧС. Как вообще вы расцениваете эту ситуацию? Насколько это вообще нормальная ситуация? Ну, с одной стороны, это однозначно свидетельствует о том, что, к сожалению, общественное телевидение Гагаузии перестало быть общественным телевидением. Это телевидение, которое контролируется теми же людьми, которые контролируют первый Примул Молдова. Да. Никому для них не является секретом, что Илон Шор, в принципе, стал владельцем... Не является секретом, что Илон Шор, в принципе, стал владельцем этого медиаресурса. Таким образом, приходится констатировать, к сожалению, что публичное телевидение ГРТ является ресурсом, который контролируется Шором. И это было, в принципе, известно и потому, кто является человеком, который председательствует в наблюдательном совете. И видя, что лица, которые работали на Шора, модерировали какие-то передачи на телевидении Шора, сейчас работают на ГРТ. Это было понятно и до сих пор, но это является еще одним свидетельством этого. С моей точки зрения, это, кроме того, что я сказал, это подтверждает и то, что нынешние руководители гагаузской автономии пытаются нарастить уровень конфронтации с центральными властями, в том числе через ретрансляцию этих передач, большинство из которых, в принципе, основано на, мягко говоря, на спекуляции, если не на фейковой какой-то информации и неправильной недеонтологической трактовке журналистской точки зрения некоторых событий. Это такого рода продукт ни в коем случае не делает лицо ГРТ. То есть он для общественного телевидения это, конечно, нон-стандарт. И уважающий себя общественное телевидение такого рода продукт не стал бы ретранслировать. То, что сейчас это делается на гагаузском общественном телевидении, это не красит руководителей этого телевидения и тем более членов наблюдательного совета. Более того, это в какой-то короткой, долгой перспективе может привести к неминуемым, с моей точки зрения, проблемам, которые возникнут у ГРТ с Советом по телевидению и радио Республики Молдова, потому что такого рода контент, повторюсь, он не то что не деонтологический, он в некоторых случаях даже не соответствует кодексу телевидения и радио. И, соответственно, любой мониторинг это покажет. Совету по телевидению и радио придется наказать ГРТ за ретрансляцию, за несоблюдение элементарных норм законодательства. И мне бы очень не хотелось, чтобы в какой-то определенный момент был поставлен вопрос относительно отзыва лицензии у ГРТ. Но мне кажется, что нынешние руководители этого телевидения и руководители вообще в гагаузской автономии, потому что не секрет, что то, что творится в наблюдательном, то, как работает, или вернее не работает
наблюдательный совет, потому что он однозначно не выполняет свою функцию, наблюдательный совет ГРТ. Если бы он выполнял свою функцию, не было бы очень многого из того, что случилось в 2023 году. Давайте вспомним, что никакой, но тогда был другой горе-руководитель этого наблюдательного совета, который сейчас является как бы правой рукой Башкана и пытается, опять же, через фейковую информацию идет на явную конфронтацию с центральными властями. Но мне бы, повторюсь, мне бы очень не хотелось, чтобы был поставлен вопрос об отзыве лицензии, потому что это все-таки публичное телевидение. Но тот факт, что ничего публичного из ГРТ не осталось. Ну, там очень мало осталось из того, что является сутью общественного телевидения. Мне кажется, что хорошо, они могут сказать, что, извините, они могут сказать, что, окей, мы закупаем контент у других производителей. Да, тем более, что есть в законе предусмотрено, что обязательно закупать. Но в законе не прописано, что мы должны покупать некачественный контент. Все равно, какой контент ты закупил, ты должен соблюдать нормы закона. А в законе прописаны нормы, которые должны соблюдаться в контенте телевидения. Слава Богу, что они у нас есть. С этой точки зрения наш кодекс о телевидении и радио, мне кажется, очень хорошим документом. Вернусь к тому, что я говорил ранее. Мне кажется, что нынешние руководители и ГРТ, и наблюдательного совета, они специально создают такую ситуацию, накаливают ситуацию для того, чтобы довести конфликт, неминуемый конфликт между ГРТ и Советом по телевидению и радио, довести, я не знаю, до точки кипения, когда может быть поставлен вопрос об отзыве лицензии. Повторюсь, я далеко не сторонник такого рода решений, но мне кажется, что общественное телевидение ГРТ перестало быть таковым. Соответственно, это еще одна медиаструктура Илана Шора, и все более и более становится таковым. Мне очень жаль это констатировать. Я знаю многих хороших журналистов, которые работают сейчас на ГРТ и которые вынуждены практически выполнять непонятные, несвойственные журналистам функции и, в принципе, поддерживать с информационной точки зрения политику конфронтационную, которую проводит Илан Шор и его сторонники в Гагаузской автономии. Ну, это такой попытка использовать, эксплуатировать региональный бюджет, потому что бюджет ГРТ запросили на 2024 год в пределах 10,5 миллионов лей. Ну, Михаил, это же не первый такого рода случай. И нынешняя Башкан Гагаузии использует бюджет Гагаузии для политических каких-то кампаний далеко не первый раз. Хотя у нее несколько месяцев пребывания у власти, она очень успешно этим занимается, однозначно у нее очень хорошие советники. Именно в этом. Советники, начиная от Вережана, там Михаил Влах, Петров и другие, они все это знают, как использовать бюджетные деньги для продвижения каких-то своих интересов. Ну, кстати, насколько я знаю, Совет по телевидению и радио, по-моему, уже инициировал проверку, связанную в связи с этим ГРТ. Просто ГРТ, как обычно, попытается это представить как, скажем так, такое попытку отобрать полномочия и так далее и тому подобное. Ну, конечно. Повторюсь, это, мне кажется, это однозначно они накаливают ситуацию искусственно. Да. То есть будет еще один искусственно созданный конфликт, причиной которого является действия, которые некоторых руководителей Гагаузской автономии, в данном случае ГРТ и наблюдательного совета. Но Примул, насколько я понимаю, лишили или приостановили лицензию пока именно из-за того, что они ретранслировали российскую пропаганду и нарушали законодательство. Я правильно понимаю? Ну да, и в отношении этого телеканала и других телеканалов, у которых были отобраны лицензии, были неоднократные санкции, которые были применены Советом по телевидению и радио. Конечно же, я понимаю, что они попытаются
доказать, что они просто покупают контент, который якобы пользуется интересом и у аудитории, но есть однозначно очень много других редакционных решений этому. Есть очень много хороших телевидений, которые делают контент, в том числе на русском языке, который они вполне могли бы закупать. Есть проекты, которые поддерживаются нашими донорами по созданию контента на русском языке, в том числе контента развлекательного, и ГРТ вполне удачно мог бы участвовать в этих проектах и создавать контент хорошего качества, если бы захотел. Но, к сожалению, приходится констатировать, что нет желания этого делать. А есть желание участвовать или быть сообщниками какого-то политических игр, которые в данном случае ведет Илон Шор против, и его способники, будем так говорить, в гагаузской автономии, против Молдовы в целом и центральных властей в частности. Ну, к сожалению, до этого дошла общественность радиокомпании ГРТ. Посмотрим, что будет дальше. Петру, благодарю, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Всего доброго. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.